Здравствуйте, в студии Руфина Мукминова. Время реальной экономики. Мы традиционно поднимаем в нашей программе темы, которые касаются нас с вами, дорогие телезрители. И сегодня этот выпуск не будет исключением. Татарстан традиционно возглавляет всевозможные рейтинги, которые говорят об экономической привлекательности региона. Во-первых, в целом экономика Татарстана – шестая экономика среди субъектов Российской Федерации. Наша республика 5-й раз подряд занимает 2-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов России. Входит в десятку регионов с эффективной промышленной политикой и так далее. За всеми этими высокими показателями стоит работа трудовых коллективов. На первый план выходят не только такие понятия, как прибыль, рентабельность, инвестиции. Все чаще говорят о корпоративной социальной ответственности, ведь это один из факторов успешного развития бизнеса. О том, как эта концепция реализуется на практике и какую реальную пользу приносит, расскажем в нашей программе. Коллективный спорт сближает. Возможности, которые предоставляет своим сотрудникам один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов Татарстана. Здоровье превыше всего. Как предприятия Татарстана заботятся о здоровье сотрудников, какие меры для этого принимаются. Льготные путевки для детей трудящихся. Социальная политика ТАИФ НК, направленная на всю семью. Как мы и говорили, наша республика сегодня – это мощный, динамично развивающийся регион, инициатор многих прогрессивных начинаний в стране. Нефтеперерабатывающая отрасль вносит весомый вклад в рост благосостояния жителей и достижение новых результатов социально-экономического развития республики. И здесь хочется выделить современный нефтеперерабатывающий комплекс акционерного общества ТАИФ НК, расположенное в Нижнекамске. Развивая производственные мощности и оптимизируя труд на предприятии, ТАИФ НК стимулирует работников компании, реализует широкий перечень социальных льгот, гарантий и компенсаций. Нефтеперерабатывающая отрасль республики также нуждается в постоянном притоке молодых, талантливых специалистов. В акционерном обществе ТАИФ НК к этой проблеме отнеслись более чем серьезно. Компания приняла в работу специальную кадровую политику, которая приносит свои плоды. Предприятие по праву может гордиться своим коллективом. Сегодня здесь трудится около 4000 человек, и 40% из них – это молодые люди до 35 лет. Молодежь на предприятия привлекают достойные условия работы, включая заработную плату, а также досуговые мероприятия. Чтобы поддерживать себя в форме, нефтепереработчики регулярно посещают фитнес-центры. На предприятии постоянно проходят различные корпоративные состязания, турниры по настольному теннису, мини-футболу, волейболу, по лыжным гонкам и плаванию. Компания принимает самое активное участие в городских соревнованиях. На одном из них побывала наша съемочная группа. Нефтепереработка – отрасль непростая. Людям, работающим на таких производствах, нужна разрядка с пользой для души и тела. Это хорошо понимает ВАО ТАИФ НК и предоставляет своим работникам возможность встретиться на различных мероприятиях вне стен родного предприятия. Например, ежегодно на ТАИФ НК проводится семейно-спортивное мероприятие «День здоровья». В этом году он пришелся на канун Общероссийского дня любви, семьи и верности, что внесло в его проведение свои нюансы. Официальное открытие получилось теплым и нестандартным. Поприветствовать семьи своих работников генеральный директор АО ТАИФ НК Максим Новиков вышел не один, а с маленьким сыном. Сегодня тоже немного в расширенном составе. Наш спортивный праздник приурочен немножко к Дню семьи, любви и верности. Вот, пусть будет это так, пусть наши детки нас радуют. И самое главное, чтобы мы всегда оставались вместе. Свежий воздух, организованный отдых, соревнования, от которых захватывает дух. Что еще нужно, чтобы восстановить силы и детям, и их родителям, работающим на производстве? Поехали! Побежали команды! Побежали! Пока мама и папа на площадке азартно выясняли, кто же из них быстрее, выше, сильнее, малышам тоже устроили интересные занятия. Сказочные герои стали их проводниками в волшебный мир веселых конкурсов и мыльных пузырей. Дополнили впечатление бесплатная сладкая вата и попкорн, и памятные подарки.
Не забываем, ребят, что главное – сила во благо. Участники соревнований разделились на 12 команд. По очереди, проходя этапы, они на деле проявляли не только свои спортивные возможности, но и ловкость, смекалку и танцевальные таланты. Чувство юмора тоже не было лишним. Разворачивайся, Бежев, разворачивайся! Моей семье очень нравится. Супруга участвует в мероприятиях. Очень даже здорово получается у нее. Вот, спасибо большое нашему руководству за организацию таких мероприятий. Мне тоже тут очень нравится. Тут есть развлечения даже для детей, и тут очень весело. На наших предприятиях, на нашем объединении праздники подобного масштаба проводятся ежегодно, ежесезонно. Участвуют абсолютно все. Всем очень нравится. По прошествию праздника, соответственно, в коллективах мы даже делимся итогами праздника, как прошло, как понравилось, не понравилось. И ни разу я еще не слышал, чтобы кому-то не понравилось. ВАО ТФНК считает, спортивные и творческие инициативы – это важный фактор, который влияет на эффективность коллектива в целом. Ведь стремление побеждать, которое воспитывает спорт, энергичность, нацеленность на результат в конечном итоге сказывается и в труде. Отмечают это и сами работники. В данном мероприятии я участвую уже второй год, так как оно просто второй раз подряд. Все очень нравится. Спасибо руководству АО ТФНК за то, что проводит такие мероприятия, сплочает коллектив, это сближает людей в совместных тренировках, танцах. Просто люди знакомятся, узнают друг друга, и от этого становится хорошо. День здоровья не единственное мероприятие такого рода. Вопросам спорта и активного образа жизни в компании уделяется серьезное внимание. Проводятся корпоративные состязания, турниры по мини-футболу, волейболу, по настольному теннису, лыжным гонкам и плаванию. Надо сказать, что производство – это все-таки коллективная работа, да, надо с этого начать. А спортивные состязания, сам спорт, он предполагает больше коллективных занятий, где воплощаются спортивный дух, совместимость разных людей. Всегда после таких вот состязаний люди уже видят себя в отделе, в цехах, знакомые. Я думаю, для производства это очень хороший показатель и стимул для того, чтобы выполнять свои производственные задачи наиболее эффективно. Недавно в ТФНК возродилась традиция сдачи норм ГТО. Как показала практика, готовы к труду и обороне работники очень хорошо. Ими получено 17 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых значка. А мероприятия, подобные вот такому Дню здоровья, особенно важны, рассказала одна из обладательниц золотого значка ГТО Гульнур Курбангалиева. У нас здесь были соревнования и йога, и матрешка, и на канатах приседания, и прыгали на батутах. Нравится все. Во-первых, это сплоченность, во-вторых, это весело, в-третьих, это поддержание себя в тонусе. Это все-таки физкультура, надо держать себя в духе, в теле. Команды предприятия часто участвуют в спортивных состязаниях самых разных уровней, занимают призовые места. Вот и недавно в Самаре в популярном экстрим-соревновании «Гонка героев», куда съехались более 50 команд со всех уголков страны, приняли участие 2 взвода от ТФНК. Один из них уверенно занял первое место, опередив ближайших соперников на 5 минут. Участники команды поделились секретами победы во всероссийском соревновании. Во-первых, это сплоченность. Все-таки мы еще молодые ребята все. Общение в первую очередь. Делимся своим не только каким-то спортивным опытом, да, в плане семейного общения общаемся, в плане рабочих каких-то моментов что-то обсуждаем. То есть в совокупности получается такая, как говорится, дружная семья, дружная команда одного большого трудового коллектива. У нас очень много спортивных мероприятий проводится по различным видам спорта. Это в первую очередь спасибо и большая благодарность это руководству нашей компании, которая обеспечивает, финансирует и идет навстречу к данным людям, спортсменам, которые могут и показывать результаты на более высоком уровне, участвовать на соревнованиях высокого уровня, такие соревнования, как «Гонка героев». С впечатляющими результатами команды ТФНК вернулись из Свияжских холмов, где 29 июля прошел очередной этап состязания «Гонка героев». Среди 56 компаний-участников работники ТФНК вновь стали одними из лидеров забега.
Спорт не единственное, что сплачивает сотрудников ТАИФНК помимо рабочей деятельности. Периодически они прокачивают не только мышцы, но и ум. Этому способствует интеллектуальная игра «Квиз-плиз», которая очень популярна у работников акционерного общества. Периодически устраиваются турниры, где собираются представители заводов, цехов и отделов ТАИФНК. Так, на одном из последних таких мероприятий собралось 16 команд. Эрудиты на 2 часа погрузились в битву умов, разгадывая ребусы и отвечая на заковыристые вопросы. Пришли отдохнуть, с командой просто смена собралась, кто захотел поучаствовать, и все, собрались, пришли, отдохнули. Очень классно, понравилось. Я не ожидал такой энергии здесь увидеть. Конечно, буду приходить еще раз. Еще хотелось бы выразить большую благодарность нашему руководству АО ТАИФНК за организацию данного мероприятия. Все очень круто. Еще хочется больше такого. Социальная ответственность гармонично сочетается с другой очень важной деятельностью ТАИФНК, направленной на охрану окружающей среды и поддержание экологического благополучия родного города. Каждый сотрудник на предприятии так или иначе вовлечен в эту работу, которая проводится компанией круглый год. Компания ТАИФНК, как социально ориентированное предприятие, всегда поддерживает многочисленные республиканские и городские акции. Мы участвуем в общегородских субботниках, также активно участвуем в очистке береговых территорий наших прекрасных озер вокруг Нижнекамска, благоустраиваем и очищаем родники, а сегодня высаживаем елки. В результате одной только этой акции минувшей осенью центр Нижнекамска украсился десятками молодых голубых елочек. Их в сквере имени Лимаева высадили руководство «Молодежный актив» и работники ТАИФНК. А приобретались эти деревья на средства от сдачи макулатуры, которую собирали семьи сотрудников. Весной акционерное общество несколько недель активно участвовало в проведении экологического субботника. Работники ТАИФНК убирали опавшую листву, очищали от рекламных объявлений столбы и деревья, собирали мусор. Так, только за 3 первых дня субботника стараниями сотрудников компании на городской полигон было вывезено 6 КАМАЗов мусора. Всего же порядок на вверенной территории работники предприятия наводили на протяжении 3 недель. Совместно с региональным отделением Русского географического общества в рамках национального проекта «Экология» сотрудники АО ТАИФНК очищали от мусора берег озера Юртово. По традиции береговую линию убирали волонтеры, дно – аквалангисты. На экологическую акцию работники вышли большим составом вместе с семьями. Активисты собрали несколько десятков мешков с мусором. Семья ТАИФНК, как называют свой коллектив сами работники, остается сплоченной и на производствах, и вне заводских границ. Удерживая звание одной из ведущих нефтеперерабатывающих компаний Татарстана, акционерное общество при этом постоянно демонстрирует пример высокой социальной ответственности. Несмотря на внешнеполитический кризис, принципы корпоративной социальной ответственности остаются главными векторами развития современного российского бизнеса. Забота о сотрудниках, экологические проекты, создание комфортной городской среды – приоритеты работы любой успешной компании. В рамках социальной политики, которая реализуется на ТАИФНК, на протяжении многих лет предприятие выделяет льготные путевки в лагеря Татарстана для детей сотрудников. Это позволяет родителям сэкономить семейный бюджет, а детям укрепить здоровье, завести новых друзей и получить массу положительных впечатлений. Вот как раз этими впечатлениями дети делятся в нашем следующем сюжете. Самым ярким впечатлением от детства у большинства из нас остался отдых в лагере с друзьями. Папа однажды принес с работы путевку, и начались веселые летние приключения. Отрадно, что подобные традиции сохраняются. Например, в АО ТАИФНК одним из важнейших факторов социальной политики считают отдых и оздоровление детей сотрудников. У работников компании есть возможность отправить ребенка в загородный лагерь с 5-разовым питанием. За путевку для сына или дочки он заплатит весьма символическую сумму. Остальную, большую часть, берет на себя предприятие. Например, в лагере «Чайка» под Нижнекамском, где побывала наша съемочная группа, в июле во вторую смену отдыхало более 20 детей работников ТАИФНК. Мои папа и мама работают на заводе ТАИФНК. И папе предложили путевку в «Чайку», и он спросил у меня, хочешь ли ты поехать, и я сказала да. Потому что я была уже в позапрошлом году. Мы приехали, сначала мы познакомились со всеми,
начали общаться, веселиться. На следующие дни были какие-нибудь мероприятия, мы учили танцы там или бегали на эстафетах. В списке лагерей, которые сотрудничают с ТАИФ НК, есть детские заведения самой разной направленности. В «Чайке» такой особенностью в этом году стало патриотическое воспитание. Ребята не просто изучают историю родного края, историю России, они буквально погружаются в эпоху. Во вторую смену в центре внимания была Куликовская битва. Мы прожили эти исторические события. Сначала мы к ним готовились теоретически, а потом уже, одевая костюмы, мы это все прям прочувствовали на себе. И для нас это новое. Мы впервые проводим это все именно летом. Но я считаю, что самый главный эффект — это не просто теория из учебника, а это прям как про жизнь. Детский лагерь — это особая среда. Ребенок имеет возможность почувствовать себя свободно. Он независим от родителей. Но в то же время находится в коллективе и не предоставлен сам себе. Все дружно собираемся в холле. Посередине холла ставится свеча, и все садятся вокруг нее и говорят о чем-то. Рассказывают какие-то истории интересные из жизни. Там все рассказывали, откуда они, чем любят заниматься. И интересного здесь очень много. Футбол, пионербол, баскетбол. Больше всего мне в лагере нравятся дискотеки, питание хорошее, каждый день какие-то мероприятия, квесты, соревнования, эстафеты. В лагере хорошее то, что здесь больше общения. То есть в городе можно закрыться в квартире и сидеть молча, а здесь ты постоянно с кем-то общаешься и контактируешь. Основная наша задача, чтобы дети выстраивали свое такое офлайн общение. Потому что в основном сейчас такая проблема наших детей, что все коммуникации выстроены через гаджеты, через телефоны. Ну а тут мы активно участвуем во всех мероприятиях, контактируем воочию, ну и, соответственно, заводим живых, настоящих друзей. Одним только детским отдыхом АО «ТАИФ НК» не ограничивается. Кроме организации досуга в летний период, компания знакомит детей и работников с предприятием, где работают их родители. Периодически здесь проводят познавательные экскурсии, где ребятам расскажут, как и из чего делаются бензины, чем летнее дизельное топливо отличается от зимнего, что такое активный ил и почему бактерии имеют важное значение на очистных сооружениях. Юные экскурсанты посещают нефтеперерабатывающие предприятия и знакомятся с тонкостями нефтепереработки. Социальная ответственность для ТАИФ НК – это не только работа с семьями своих сотрудников. Так, в рамках социально значимого проекта «Кадетство» акционерное общество на протяжении нескольких лет финансово поддерживает Татарстанский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина. Совсем недавно предприятие обновило библиотечный фонд учреждения, а для комфортного и достойного обучения кадет подарило им 40 современных ноутбуков. Кроме этого, к новогодним праздникам все кадеты ежегодно получают поздравления и подарки от ТАИФ НК. А на выпускной, в мае, каждый выпускник получает от компании памятный презент. Много разных сфер, где наши выпускники показали себя достойно, показали хорошие знания. Ну, молодцы. Будем и дальше поддерживать наших ребят. Таких результатов невозможно было бы достичь без определенной поддержки Министерства образования и наших благотворителей, наших партнеров. Это ТАИФ НК помогает закупать оборудование. Мы получили сертификат на приобретение 40 ноутбуков. Взаимодействие с подрастающим поколением и молодежью – одно из актуальнейших направлений на предприятии. В акционерном обществе ведется серьезная работа по повышению престижа рабочих профессий среди молодежи и повышению уровня квалификации уже действующих работников. Ежегодные конкурсы профмастерства способствуют формированию высокого профессионализма и современного экономического мышления. Для предприятия профессия прибориста особенно важна, так как вся технология в основном держится на расчетах и проверке. Я благодарен руководству за то, что они позволяют юным прибористам повышать свою квалификацию и профессиональные навыки. А на таких общегородских праздниках, как День молодежи, нижнекамцы могут узнать о вакансиях предприятия и, вполне возможно, впоследствии вступить в большую семью ТАИФ НК.
Подводя итог нашей программы, хочется отметить, что в нашей республике становится все больше предприятий, которые отводят особое место социальной политике и заботе о трудящихся. За успехом компании по праву стоит успех отдельно взятого человека. За многие годы работы ТАИФ НК доказала, что забота о благополучии персонала – это вклад не только на сегодняшний день, но и на ближайшую перспективу. Работу в этом направлении ежегодно отмечают на федеральном уровне. По результатам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» компания ТАИФ НК взяла серебро в номинации за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы. Действительно, за прошлый год и первую половину 2023-го на предприятии не было зафиксировано происшествий, травматизма и случаев профзаболеваний. Здоровье работников – один из главных приоритетов предприятия и обязательное условие поддержания непрерывности и высокого качества рабочего процесса. Общество выделяет значительные средства на медицинское обслуживание, добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение в лучших здравницах Республики Татарстан. Здоровый и успешный коллектив – залог достижения стратегических целей. На АО «ТАИФ НК» к сохранению благополучия персонала, к формированию позитивного психологического климата относятся настолько же серьезно, как и к внедрению новых технологий. Один из ключевых факторов в этом вопросе – ежегодное медицинское обследование, цель которого – профилактика и раннее выявление проблем. Работники проходят медосмотр в соответствии с опасными и вредными факторами, которые находятся на рабочем месте. Назначаются те специалисты, которые оценивают возможность работника работать в данных условиях. Поэтому, несомненно, мы должны удостовериться, что работник по своему состоянию здоровья может выполнять функции в таких условиях. Более десятка медицинских специалистов разных направлений оценивают состояние здоровья работников ТАИФ НК на ежегодном медосмотре. Выявляют заболевания, при необходимости выдают направления для более детального обследования и лечения. Для мужчин и женщин определены свои отдельные дни прохождения медосмотра. Как говорят сами работники, это добавило преимуществ. Потоки осматриваемых стали более организованы, время на полное прохождение всех процедур заметно сократилось. Кроме того, у прекрасной половины коллектива ТАИФ НК есть возможность получить дополнительные консультации узких специалистов. Здесь проводится ЭКГ сердца, лор, психиатр, нарколог, УЗИ брюшной полости, гинеколог, маммографию будем проходить. То есть, в принципе, очень расширенное комплексное обследование. Это очень удобно для нас. Мы очень рады, что это все организуется, потому что можно выявить заболевание на начальной стадии какое-то хроническое. Проходим то, что все врачи в одном месте, без всяких очередей, все спокойно, без всяких конфликтов, все хорошо. Каждый год список специалистов, установленный законодательством, стараются расширить, ведь для тех, кто работает на опасных и вредных производствах, вопрос профилактики и ранней диагностики заболеваний особенно актуален. Приходят пациенты с благодарностью, потому что вовремя направили, вовремя предупредили, говорят спасибо. В одном месте специалисты, все четко выверено, все говорят о том, что это равномерно распределено, нет такой скученности. И в течение буквально часа, полутора часов полностью медкомиссию проходят работники. Это важно, когда заботится руководитель о своих подчиненных. Забота о здоровье работников ТАИФ НК не ограничивается одним лишь ежегодным медосмотром. Каждому сотруднику выдан страховой полис добровольного медицинского страхования с определенной суммой для получения помощи в специализированном медучреждении. При необходимости он может обратиться за помощью и к специалистам любого города республики за счет предприятия. Кроме того, при выявлении проблем и по рекомендации медиков работник ТАИФ НК может получить полностью бесплатную путевку в санаторий на выбор. Василь и Ильдар трудятся на заводе бензинов АО «ТАИФ НК». На момент посещения санатория нашей съемочной группы их отдых только начался. Но уже за 2 дня они успели получить море впечатлений и попробовать несколько видов лечения. Отдыхаем в этом санатории в Арзиачи. 2-й день. Получаем максимум наслаждений. Не все процедуры еще прошли, так что про все рассказать невозможно еще пока. В общем, планируем здесь омолодиться, в кавычках, по полной программе. Был выбор между санаториями. То есть я понаслышке
выбрал, конечно, этот. Вот, спасибо огромное нашему руководству за такие подарки. У нас на предприятии очень строго следят за здоровьем своих работников. Ежегодный медицинский осмотр проходят. И на основании этого врачи направили на санаторно-курортное лечение. Ну, очень здорово. Все понравилось. Процедуры начали принимать. Вот. И будем заряжаться энергией, и здоровьем и приступать после своим обязанностям. Принято считать, что 9/10 нашего счастья основано на здоровье. Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру, сказал кто-то мудрый. У тех, кто работает на ТайФНК, утро вдвойне доброе, они спешат на любимую работу, на предприятие, где их здоровье – один из главных приоритетов. На этом все. Увидимся с вами совсем скоро на телеканале «Новый век». Всего вам доброго и до новых встреч.